«Уступи дорогу, едет карета скорой помощи». Эту фразу, по-видимому, ингушские автолюбители в большинстве случаев предпочитают не слышать. Очередное подтверждение тому ДТП в Сунже с участием автомобиля скорой помощи. Направлявшаяся на выезд бригада врачей попала в аварию по вине одного из нарушителей. Сейчас обломки фрагментов машин собраны в аккуратную кучу, и можно восстанавливать картину произошедшего. 8 часов 15 минут примерно в Сунжском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин. Водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь со стороны города Сунжи в направлении города Карабулак, выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем «Газель Next». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лада Гранта», его пассажир были госпитализированы в реанимационный отдел РКБ города Назрань, а также водитель скорой помощи и его двое пассажиров тоже госпитализированы с развитием телесного повреждения Сунжской ЦРБ. Статистика ДТП в нашем регионе не сильно меняется, несмотря на все предпринимаемые в ГИБДД меры. И когда список пострадавших пополняется еще и теми, кто оказывает первую помощь, в таких случаях становится страшнее вдвойне. Если бригада врачей выезжает на вызов, карете должны уступать дорогу. Об этом известно наверняка всем, однако мало того, что не уступают, водители умудряются создавать помехи для скорой. Мне кажется крайне возмутительным, когда участники дорожного движения видят карету скорой помощи, которая спешит на помощь кому-то, пациенту, человеку, которому необходима сейчас сиюминутная помощь, и с мигалками, когда движется карета скорой помощи, не уступают дорогу. Не только не уступают дорогу, да, а еще нарушая правила дорожного движения, вот таким образом происходит у нас дорожно-транспортные происшествия, которые приводят к травмам медицинских работников, к травмам самих водителей, которые виноваты в данном ДТП. Медики дежурят днем и ночью, готовые выехать в любой момент. И бригада врачей в тот день как раз направлялась на очередной выезд. Вдвойне обиднее понимать, что ДТП произошло на ровном месте. Я даже не знаю, как это может быть так невнимательно ездить на дорогах. Ведь скорая помощь, она едет куда-то на вызов, оказывать помощь экстренную, необходимую медицинскую помощь. Это еще надо сказать, что нам повезло, что не было больного в карете скорой помощи, ехали на вызов. Водитель скорой помощи, врач и фельдшер отделались незначительными ушибами. Исход аварии был бы куда плачевнее, если бы посадка медицинской «Газели» была низкой. У нас новые автомобили скорой помощи. Это просто вот мы гордились тем, что мы можем оказывать помощь в таких условиях. В этой машине все оборудование, все необходимое оборудование для оказания скорой экстренной медицинской помощи. Ну, я не знаю, это нужно ценить каждому. Еще одна авария произошла накануне в районе Насыркорта. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и врезался в столб. Сейчас он и находившиеся в машине «Лада Гранта» участники ДТП с каретой скорой помощи находятся в реанимации. Трое пострадавших с ДТП с Сунжской ЦРБ, они были переведены в сопровождении медицины катастроф. Парни от 25 до 30 лет. Состояние троих больных тяжелое, они стабильны. Все они имеют тяжелые, сочетанные травмы. Все находятся в коме. Дыхание у них у всех аппаратное. По поводу больного Корегова сейчас решается вопрос об экстренном оперативном вмешательстве. Остальные двое больных переведены во взрослую реанимацию, они находятся в условиях интенсивной терапии. Это далеко не первое ДТП, в котором пострадали сотрудники скорой помощи. Больше недели назад произошло еще одно. К счастью, обошлось без жертв. Помимо того, что вот это нарушение дорожного движения, это самое основное, это человеческие жизни. Жизни тех, кто находится за рулем и кареты скорой помощи, и другого транспортного средства. Да. Помимо этого, вот за этот месяц у нас пострадали 2 кареты скорой помощи, 2 автомобиля, которые закуплены в прошлом году. Это совершенно новые средства для оказания помощи, модульные нашему населению. И практически, что в первом случае, что во втором случае,
как бы нормальному восстановлению это все не подлежит. В ГИБДД с нарушителями борются всеми известными способами: штрафы, камеры фото и видеофиксации, лежачие полицейские, регулярные рейды сотрудников ГИБДД. Это не полный перечень мероприятий, направленных на снижение количества аварий. Профилактическая работа по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и выявлению лиц злостных нарушителей продолжается и будем проводить в населенных пунктах нашей республики. Разумеется, все эти меры малоэффективны, если не удастся достучаться до людей. В каждом новостном паблике в соцсетях не проходит и дня без заметки об очередной аварии. И если весь народ выступит против беспредела на дорогах, каждый начав с самого себя, тогда, возможно, цель будет достигнута. Тамерлан Хамхоев, Майырбек Мержоев, Новости 24.